Я все равно проведу честные выборы. Каждый народ заслуживает своего правителя. Каждый народ заслуживает своего правителя. Я понимаю, почему так хочет нам навязать именно таких руководителей казахская власть. Они любят Бакиева. Бакиевы до сих пор проводят у них свои праздники в Алмате. И я неоднократно слышал от самых высших людей Казахстана, что Бакиев правильно расстреливал людей. Я это слышал. Не буду называть фамилию, потому что мы подаем казахскому народу плохой пример. Правильно уважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев говорит, что даже ВВП Алматы в 5 раз больше, чем ВВП всего Кыргызстана. Правильно? ВВП Казахстана больше, чем ВВП Кыргызстана в 20 раз. И в среднем на одного гражданина Казахстана доходов в 10 раз больше, чем в Кыргызстане. А почему тогда пенсии в Казахстане выше только в 1,5 раза, а не в 10 раз? А тарифы в 5 раз выше. Почему? Потому что разворовывают богатство Казахстана. Они уходят не народу Казахстана. И мы подаем плохой пример. Атамбаев подает плохой пример. Он подает пример справедливой власти. У нас в соседней области, в Таласе, живут не хуже, чем в Казахстане. А если бы мы получали на каждого в 10 раз больше доходов, и пенсии были бы выше в 10 раз. Потому что у меня не обогащались бы различные олигархи типа Утимаратова, которому на поклон ездят наши Бабановы, Сариевы и другие. Я поддерживаю слова Назарбаева о том, он на встрече с Бабановым говорит, хорошо, если молодой президент будет в Кыргызстане. Но у нас самый старший кандидат в президенты на сегодня на 20 лет моложе Назарбаева. А я на 16 лет с лишним. Так кому нужен молодой президент? Нам или Казахстану? Казахи, наши братья. У нас одна кровь. Мы хорошо знаем историю. Казахи — это мы, которые больше 500 лет назад выбрали султаном себе Чингизида. Но иногда такое чувство, что до сих пор чингизиды правят Казахстаном, а не казахи. Не надо нам соваться, учить. Мы нашли свою дорогу. Мы нашли свою дорогу. И эти надежды на то, что в Кыргызстане начнутся беспорядки, и опять надо будет Матуева показывать по телевизору, этому не бывать. Те, которые сегодня поют соловьями, я до 1 декабря с каждым жестко разберусь. Обещаю. Вы знаете мой характер. Если только я не погибну, как Темир Джумакадарович Курмангазиев, я с каждым разберусь. С каждым, кто хочет вернуть времена Бакиевых к нам. Но выборы будут честные. И вы посмотрите, ведь те, которые кричат про свободу, демократию и правду, прекрасно все знают. Вот последний разговор журналиста «Радио Свобода» Азаттык с Равшаном Дженбеком. Прекрасно знают, кто вор, кто что готовит. Но это не их беспокоит. Они тоже хотят взять реванш за вывод американской базы. Они отрабатывают деньги, которые получают с Государственного департамента. В будущем, я думаю, нам надо четко разобраться, кто наши друзья, кто наши враги. Нужны ли нам такие демократы? Нужны ли нам люди, которые раскачивают страну? Мы достаточно настрадались. У нас и так достаточно погибло прекрасных людей, прекрасных наших граждан. И я думаю, что за 6 лет я заслужил, надеюсь, доверие у граждан Кыргызстана. И они послушаются, надеюсь, своего президента, а не дядю со стороны. Не дядю со стороны. Когда наш местный Байманапчик говорит, что за 6 лет ничего не сделано, коррупция, правильно один кандидат сказал, что с него надо начинать. Правильно сказал. И если я до этого слишком большую мягкость проявлял, я жалею об этом. Я слишком доверчивый человек. Таких надо выжигать каленым железом.
И место воров в тюрьме. Но это мы будем делать после выборов. Выборы пройдут честно. Я надеюсь, если даже вы будете брать деньги, уважаемые мои сограждане, это ворованные деньги, ворованные у киргизского народа, у казахского народа, голосуйте как надо. Голосуйте за страну. И, конечно же, наше главное достояние – это стабильность и единство нашего народа. И если кто-то и жил на коленях, то это было до апрельской революции. Это, наверное, у каких-то наших байманапчиков, его работники, охранники живут на коленях, по 25% годовых платят. У нас ни один гражданин не будет жить на коленях и не живет. Это, наверное, в той стране, откуда сейчас деньги приходят этим кандидатам, люди живут на коленях, но не у нас. У нас страна свободных людей. И у нас все доходы страны идут на наше государство. И надо хвастаться не ВВП и миллиардами, которые вы там пилите между собой, семейками, кланами, олигархами. А надо гордиться тем, сколько сделано дорог, сколько построено школ. Если у вас духа не хватает даже помянуть 100 лет погибших, больше половины казахов погибло, помянуть духа не хватает. Надо не гордиться, а стесняться и стыдиться.